У дома номер 13 по Кадорскому шоссе сегодня многолюдно. Здесь собрались родные и близкие, друзья, коллеги Шамиля Лакоба, чтобы торжественно открыть его мемориальную доску. Каждый из них запомнил Шамиля Николаевича как человека строгого, но в то же время доброго, трудолюбивого, преданного семье и работе. На мероприятии присутствовали дети, внуки и брат Шамиля Лакоба. Для нас, для семьи, он был и отец, и брат, и советчик. Был строг к себе, строг к нам, но был очень добрый. Я что хочу сказать, дорогие мои. Дай Бог, вот такие как Шамиль, плеяда, та, которая была в то время, которые боролись, хотели, чтобы народу Абхазии было спокойно, свободно. Вот такие люди, чтобы в Абхазии рождались бы побольше, и Абхазия будет цвести. Шамиль Лакоба родился 19 ноября 1929 года в селе Лыхны Гудаутского района. Окончил Московский государственный университет, после чего работал помощником прокурора по уголовно-судебному надзору Абхазской АССР. А уже с 1958 по 1962 прокурором Абхазской АССР. Затем он был назначен секретарем Президиума Верховного Совета Абхазии. С 1974 по 1978 председателем Верховного суда, а с 1979 года по 1992 министр юстиции Абхазской АССР. Шамиль Николаевич был высококвалифицированным специалистом, заслуженным юристом, но еще видным государственным общественным деятелем. Нет структуры, которую он не прошел, потом я об этом скажу. В 1954 году он закончил самый институт высший, который был в Советском Союзе, Московский университет имени Ломоносова. Получив прекрасное образование, Шамиль Николаевич вернулся на родину. В 1954 году его назначили помощником прокурора города Сухуми. 5 лет он работал там. На него обратили внимание, что это талантливый, что это хороший юрист, хороший специалист, что он принципиальный, умеет организовать работу. Заметив это, его в 1958 году назначили прокурором республики. Всю свою жизнь Шамиль Николаевич посвятил служению стране. Ему был присвоен классный чин юриста 3-го класса. Он награжден 2 орденами «Знак почета». 7 раз избирался депутатом Верховного Совета Абхазской АССР. Шамиль Лакоба ушел из жизни 21 сентября 1997 года. Гугу Цавардани, Налагухава, Абхазское телевидение.